Добрый вечер, уважаемые телезрители. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию со стадиона Амма-Олимп, где в скором времени начнется торжественная церемония закрытия 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Завершается праздник спорта. Было очень много ярких выступлений спортсменов, достижений. И сегодня мы на этой арене, специально возведенной для этих игр, будем чествовать главных героев Якутской Олимпиады. Вместе с вами церемонию закрытия посмотрят Василий Сергеев и Саргалана Захарова. Добрый вечер всем зрителям. Буквально через пару минут начнется официальное закрытие 7-х спортивных игр народов Якутии. Да, и будем мы чествовать победителей и призеров по всем 4 группам. Ну что ж, мероприятие у нас начинается. Все мы прекрасно помним, какое у нас красочное было открытие игр. И мы, конечно же, можем с уверенностью сказать, что закрытие будет не менее зрелищным. Итак, давайте мы озвучим результаты. Итак, это первая группа, общекомандная таблица 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Победу в первой группе одержала сборная команда города Якутска, сумма мест 30. На втором месте у нас Нюрбинский улус, сумма мест 119. И тройку лидеров замкнула команда Юринквинского района, сумма мест 153. Далее у нас идут Мирнинский район, спортивный союз, Студенческий союз, спортивный студенческий союз, Алданский район, команда ЕГСХ и Ленский район. Лидеры во второй группе: Чурапчинский улус, сумма мест 52. На втором месте идет первая команда Амгинского улуса, за ней Мегино-Кангаласский улус. Дальше идут Намский, Усть-Алданский, Хангаласский, Вилюйский, Сунтарский, Татинский, Верхневилюйский, Горный, Алекминский. Вторая команда Амгинского улуса, и замыкает эту группу городской округ Жатай. В третьей группе у нас победу одержала команда Верхоянского улуса, сумма мест 141. На втором месте Кобяйский улус, сумма мест 145. На третьем месте Тампонский улус, результат 146,5. Далее идут Аймяконский, Усть-Майский, Среднеколымский, Булунский, Устьянский улусы. Ну а в четвертой группе первое место с результатом 151 место занимает Оленёкский улус. За ней идут на втором месте Анабарский улус с результатом 192. Момский улус на третьем месте 214,5. Дальше идут Жиганский, Алайховский, Верхнеколымский, Нижнеколымский, Эвенобатантайский и Абыйский улусы. Ну и для наших телезрителей, конечно, стоит отметить, да, вот что же означает сумма мест. Давайте объясним вот так. Допустим, 16 видов спорта, и ваша команда занимает во всех дисциплинах первое место. Значит, у вас будет 16. То есть побеждает та команда, у которой меньше всего баллов. Я думаю... Чем больше первых мест, да, тем меньше и общих баллов. И естественно, безусловно, занимает высшую строчку. Я думаю, любители, фанаты игр Дыгына лучше всех знают эту систему. Ну что ж, и у нас начинается церемония закрытия. Сегодня у нас ждет очень насыщенная программа, завершит которую, собственно, погашение огня и спуск флага игр. И прощаемся мы с играми. До скорых встреч на 4 года. И встретимся в следующий раз ровно через 4 года. Конечно же, у нас опять-таки задействовано очень много людей на церемонии закрытия. Как вы помните, на открытиях игр было задействовано порядка 3000 человек. Больше 2000 человек, и в основном все это представители Амгинского улуса. И сейчас мы тоже видим, что выступают перед нами ученики амгинских школ. Видим уже знакомые нам персонажи. Это и цветок сардана, и речка, капельки реки, пшеница. Собственно, символы, талисманы 7-х спортивных игр народов Якутии. Да, и сегодня соревновательный день у нас прошел очень насыщенно. Да, и мы можем отметить, например, вот волейбол просто. Настоящий ажиотаж происходил в зале. Яблоку
негде было упасть. Люди смотрели не только внутри зала, но еще была организована фан-зона во дворе с трансляцией прямой, где она пользовалась очень большой популярностью, не было свободных мест. Ну, можно сказать, что самой активной площадкой была вот именно был зал, где проходил волейбол. Да, было очень много людей и было на что посмотреть. Действительно, Чурапчинский и Намские улусы подарили нам просто потрясающий финал. Дело дошло до 5-й партии и в итоге напряженнейшей, зрелищнейшей борьбы со счетом 3-2 победу праздновала сборная Чурапчинского улуса. И просто сумасшествие творилось как во время игры, так и после. Люди, мы знаем то, что прекрасно у нас волейбол в республике очень сильно любят. Это один из самых массовых видов спорта в нашем регионе. Но также очень шумно и очень зрелищно было в спортивном комплексе «Дружба», где у нас проходил также финальный матч, но уже турнира по мини-футболу. Встречались команды города Якутска и Мегина Кангаласского улуса. И там, знаете, тоже до конца очень интрига сохранялась. Вроде бы вела команда столичная под руководством Олега Михайловича Марченко со счетом 2-1, но на последних минутах буквально, да, на последней минуте Мегина Кангаласский улус смог забить гол, который сравнял счет. Да, и по регламенту турнира без экстра-таймов у нас команды сразу приступили к пробитию послематчевых пенальти, в которых в этой серии, точнее, были футболисты столицы, столичной команды. И, конечно же, тут мы отмечаем Никиту Евтушенко, который стал героем, но всего матча, наверное, можно со смелостью сказать. Отразил Никита 2 удара в серии послематчевых пенальти. И, что самое примечательное, решающий удар пробил сам Никита Евтушенко и, собственно, привел свою команду к победе. Действительно. Ну и возвращаясь к волейболу, к девушкам, амгинская команда, она доказала свое лидерство. И даже несмотря на тот не очень приятный момент, который произошел в начале игр, девушки смогли достойно защитить честь своего улуса и занять первое место. Мы прекрасно помним, что на прошлых, на 6-х спортивных играх народов республики сборная амгинского улуса потрясающе выступила, как мужская, так и женская. Ну и продолжают, да, вот удивлять, радовать своих болельщиков прекрасными результатами. Да, но если говорить вообще о победах на этих играх, у нас было разыграно всего 248 комплектов медалей. Об этом сообщили сегодня на финальной пресс-конференции. Состязания у нас проводились по 16 видам спорта. Да, впервые в этом году, на этот раз, у нас в программу были включены адаптивные виды спорта. Да, и у нас выходят главные герои, главные действующие лица 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. С нашими талисманами мы видим, выходит колонна сборной команды города Якутска. Да, мы напомним, что город Якутск возглавил таблицу в первой группе, набрав 30 мест. Да, сумма мест у Якутска 30. И символично, да? Ну, логично, что сборная команда Якутска выходит на арену Олимп первой. Ну и колонна, конечно же, идет у нас во главе с Атаной Аксентьевой. Дружная колонна сборной команды города Якутска в красных формах. Видим мы то, что и с медалями, да, спортсмены, награждения у нас проводились. Напомню, что команда города Якутска была одна из самых многочисленных, больше 200 человек. Да, и вот мы видим, в первых рядах идут триумфаторы сегодняшнего турнира. Успели мы увидеть, да, Александра Куприкова, Никиту Евтушенко, главного героя, которого мы отмечали. Ну и, конечно же, другие участники, творцы этой великолепной победы. У нас следом идет сборная команда Нюрбинского улуса. Нюрбинский улус у нас, как мы помним, в первой группе заняла 2-е место, пустив вперед команду Якутска. Сумма мест у Нюрбинского улуса 119.
Да, сейчас мы видим, идут триумфаторы команды Нерюнгринского района. И сумма мест у них по результатам игр 153. Приветствует Нерюнгринский район. Ну а сейчас мы приветствуем триумфаторов второй группы. Сборная Чурапчинского улуса. Сумма мест 52. Возглавили вторую группу. И мы видим, все спортсмены, как и на открытии, так и во время игр, находятся в прекрасном расположении духа, в отличном настроении. Вот мы видим у спортсменов, да, вот по пару медалей. По несколько медалей. Поэтому радость, она оправдана, закономерна. Они сегодня герои, они настоящие герои этих 7 долгожданных спортивных игр народов Якутии. Я думаю, вы слышите, как оживился стадион, какой шум стоит. И это не удивительно, ведь на арену выходят хозяева соревнований. Сборная Амгинского улуса, первая команда, сумма мест 61. Амгинский улус во второй группе занял второе место, еще раз напомним. Да, достойно представили свой район. Видим радость, счастье на лицах. Да, пусть не получилось, да, вот занять первое место в группе, но почетное второе место – это отличный результат. И на домашних играх сборная команда Амгинского улуса, первый состав первой команды, заняла второе место. Ну и сумма мест, она, мне кажется, это прекрасный результат, всего 61. Да, немногим отстали от спортсменов Чурапчинского улуса. Ну и мы сейчас будем чествовать следующую команду. На арену стадиона Амма-Алим сейчас вступит сборная Мегина Кангаласского улуса. Спортсмены Мегина Кангаласского улуса замкнули тройку лидеров во второй группе. Сумма мест 63. Тоже хороший результат. Отстают всего на 2 места от амкинцев. Да, и видим. Также у всех отличное настроение сегодня. С одной стороны, да, немножко грустно, что спортивные игры уже подходят к своему завершению. Но, опять-таки, это праздник. Прекрасный праздник спорта. И сегодня все чествуют победителей, героев этих игр. А сейчас мы видим, на стадион выходит команда Верхоянского улуса, которая возглавила третью группу с суммой мест в 141. Приветствуем спортсменов из Верхоянского улуса. И следом мы видим, идет команда, занявшая второе место в третьей группе. Это сборная Кобяйского улуса. Сумма мест 145. Очень много, да, вот если говорить о цифрах, 16 видов спорта, более 2000 участников, да, спортсменов, и в общей сумме 7000 аккредитованных. Да, участников, это все и администрация, и гости, и волонтеры, и сами, конечно же, спортсмены. Ну и сейчас мы встретим, будем чествовать команду Тампонского улуса. Команда сейчас выйдет на дорожку стадиона Амма-Алим. И Тампонский улус у нас занял третье место в третьей группе. Сумма мест у них 146,5. То есть на пол, да, получается, место, на полбалла они отстали. На 1,5 балла. Да, на 1,5, 146, да, на 1,5 балла от Кобяйского улуса, что говорит о высоком уровне конкуренции в этих соревнованиях. Да, в третьей группе можно заметить, то, что отрыв у команд, в принципе, не очень большой. Да. Но сейчас мы встречаем на стадионе уже четвертую группу и лидера этой группы команду Оленёкского района. И сумма мест у них 151. Ну и, конечно же, талисманы наших игр также на стадионе. Без них никак, как подобает, да, вот большим спортивным мероприятиям всегда есть свой гимн, всегда есть талисманы. Тоже одни из звезд этих игр в Амге. Да, и сейчас мы встречаем сборную команду Анабарского улуса. Анабарского улуса. Эта команда заняла второе место в четвертой группе. Сумма мест 192. Ну а за ним уже нам показывают
команду Момского района, который занял третье место в своей группе с результатом 214,5 мест. Итак, все спортсмены, которые завоевали, да, вот право взойти на ступени пьедестала почета седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, уже сейчас пройдут на газон стадиона, займут свои места, и в скором времени начнется награждение по всем 4 группам. Как всегда, на протяжении всех игр на стадионе был аншлаг. И, конечно же, на закрытии тоже у нас все трибуны заполнены. Вмещается у нас Олимп 3000 мест. 3000 мест. Да, и плюс еще дополнительные мобильные места, еще, если не ошибаюсь, в 1500 мест. И, насколько я знаю, пока проходили здесь соревнования, они практически все были заняты. Здесь был полный ажиотаж с самого раннего утра, с 9 часов утра, как здесь начинали соревнования, и до самого позднего вечера, до поздней ночи, потому что в вечернее время здесь проходила шикарная культурная программа. Это и выступление артистов, и замечательное представление от бриллиантового цирка Якутии, от которого никто не остался, конечно, равнодушным. Ну а что касается спортивной составляющей, да, на этом стадионе проходили у нас соревнования по вольной борьбе, по легкой атлетике и аэробике. Видим, да, вот сколько людей пришло посмотреть на закрытие игр. Арена вмещает 3000 мест еще раз. Участники чемпионата, да, вот соревнований по легкой атлетике отмечали, что покрытие на этом стадионе просто отличное, не слишком мягкое, не слишком твердое, и на этих дорожках можно показывать очень хорошие результаты. Ну и стоит отметить погоду, которая в эти дни была очень даже комфортной для всех участников. Не было слишком жарко, не было слишком холодно, и мне кажется, именно для тех, кто принимал участие на улице, на свежем воздухе, это имело немаловажное значение. Действительно очень комфортная погода. И, кстати, вот вроде завтра говорят, что уже жара наступит. Уважаемые председатели оргкомитета, амгинцы, ну и сейчас рапорт от главного судьи соревнований. Гости и приглашенные, спортсмены и судьи. На финальных соревнованиях седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия приняли 2231 спортсмен из 33 команд. Задействовано 249 судей. Соревнования проводились по 16 видам спорта. Разыграно 248 комплектов медалей. На играх было установлено следующие рекорды. По легкой атлетике на дистанции 10 тысяч метров с результатом 3 минуты 47,8 секунд Бурсов Артур, Усть-Алданский Улус. На дистанции 5000 метров с результатом 16 минут 31,46 секунд установила Трофимова Сардана, Верхневлюйский Улус. Тройной прыжок с результатом 15 метров 75 сантиметров установлен Щеркиным Георгием, Мегино-Кангаласский Улус. Рекорд Республики Саха-Якутия по шведской эстафете мужской командой Амгинского Улуса установлено в составе Алексеева Романа, Щергина Ивана, Жарина Михаила, Филиппова Леонида с результатом 3 минуты 21,15 секунд. Разрешите огласить общекомандные результаты по 4 группам. В 4-й группе 9-е место заняла команда Абыйского Улуса. 8-е место заняла команда Вена-Батагандайского Улуса. 7-е место заняла команда Нижнеколымского Улуса. 7-е место заняла команда Верхнеколымского Улуса. 5-е место заняла команда Аллаевского Улуса.
4-е место заняла команда Жиганского улуса. И 3-е место в этой группе заняла команда Момского улуса. 2-е место заняла команда Анабарского улуса. И 1-е место победителем стала команда Оленевского улуса. В 3-й группе 8-е место заняла команда Устьянского улуса. 7-е место заняла команда Булунского улуса. 6-е место заняла команда Среднеколымского улуса. 5-е место заняла Усть-Майский улус. 4-е место занял Аймяконский улус. 3-е место занял Тамбонский улус. 2-е место занял Кобяйский улус. И 1-е место и победителем стал Верхоянский улус. Во 2-й группе 14-е место заняла команда городского округа Жатай. 13-е место заняла команда Амгинский улус, команда 2. 2-е место заняла команда Алёкминского района, 12-е место. 11-е место заняла команда Горного улуса. 10-е место заняла команда Верхневилюйского улуса. 9-е место заняла Татинский улус. 8-е место занял Сундарский улус. 7-е место занял Вилюйский улус. 6-е место занял Усть-Алданский улус. 5-е место занял Хангаласский улус. 4-е место занял Намский улус. 3-е место заняла команда Мегино-Кангаласского улуса. 2-е место заняла команда Амгинский улус, команда номер 1. И 1-е место победителем стала команда Чурапчинского улуса. В 1-й группе промышленных улусов 8-е место занял Ленский район. 7-е место заняла команда ЯГСХ сельскохозяйственной академии. 6-е место заняла команда Алданского района. 5-е место заняла команда студенческого союза. 4-е место заняла команда Мирнинского района. 3-е место заняла команда Нерюнгринского района. 2-е место заняла команда Нюрбинского улуса. И 1-е место и победителем стала команда города Якутска. Соревнования прошли на высоком организационном уровне. От имени всех судей выражаю огромную благодарность за теплый прием жителям Амгинской земли. Начинаем. Прозвучал рапорт, да, Альберта Ивановича Трофимова, главного судьи соревнований, и озвучил он результаты, рекордные, да, результаты игр, и у нас отличились на этих играх легкоатлеты. Да, у нас Усть-Алданский Артур Бурцев установил рекорд, также Сардана Трофимова дистанции 5000 метров. Георгий Шергин из Мегино-Кангаласского улуса в тройном прыжке также отличился рекордом. Ну и мужская сборная Амгинского улуса в шведской эстафете установила тоже рекорд Республики Саха-Якутия. Да, представители королевы спорта отличились просто невероятными результатами. Ну а сейчас начинается церемония награждения команд. И для награждения приглашают на сцену председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимира Солодова, председателя Конституционного суда Республики Александра Николаевича Ким-Кимен, заместителя председателя правительства Якутии, председателя Организационного комитета по подготовке и проведению всемирных спортивных игр народов Якутии Ольгу Валерьевну Балабкину и министра по физической культуре и спорту Якутии Иннокентия Юрьевича Григорьева. Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен. В общекомандном зачете среди участников 4-й группы. Ну и сейчас начинается у нас награждение 4-й группы, награждение команд 4-й группы. И медали и награды будет вручать
председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен. Четвертая группа. Мы помним, что у нас на третьей позиции в четвертой группе Момский улус. На второй ступени пьедестала взойдет команда Анабарского улуса. Ну и триумфаторами у нас стали спортсмены из Оленёкского улуса. Итак, мы видим то, что представители сборной команды Момского улуса уже зашли на третью ступень нашего пьедестала. Вручается им кубок, конечно же, диплом и сертификат. Мы видим на сумму 300 тысяч рублей. Дорогие друзья, сейчас мы приветствуем команду Анабарского улуса. Она сейчас взойдет на вторую ступень пьедестала почета. И видим, представители Анабарской команды выходят на нашу сцену. Конечно же. Да, сейчас мы можем оценить, сколько людей пришли почествовать всех спортсменов, триумфаторов 7-х спортивных игр народов Якутии. И Александр Николаевич вручает представителям Анабарского улуса кубок, диплом и сертификат, но уже на сумму 500 тысяч рублей. 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Стоит отметить, что в этом году на 7-х играх северные арктические улусы, несмотря на отдаленность, несмотря на труднодоступность, они поставили достойные команды и достойно представили свои районы, все-таки добрались до Амгинского улуса на самолете, а затем еще и по земле. Многим, наверное, дорога далась нелегко и летели довольно долгое время. Да, действительно, это героизм после длительной дороги приехать, восстановить свои силы и сразу на соревнования. Итак, это у нас команда Оленёкского улуса, которая возглавила четвертую группу, набрав общее количество мест 151. Вручается им сертификат на сумму 700 тысяч рублей. Конечно же, кубок победителей. Ну и видим. Счастливые лица представителей Оленёкской команды. Итак, четвертая группа у нас на третьем месте Момский улус, на втором месте Анабарский улус и на первом месте Оленёкский улус. Таков расклад дел в четвертой группе. И лидеры четвертой группы, получив награды, дипломы, медали, отправляются обратно. И сейчас на сцену выйдут победители и призеры третьей группы. Возглавили в третьей группе спортсмены команды Верхоянского района. На втором месте Кобяйский улус и замыкает тройку лидеров в этой группе представители Тампонского улуса. Ждем появления спортсменов на сцене. Видим, их награды и сертификаты уже ждут на сцене. Девушки уже готовы вручить кубки и призы победителям, героям нынешних 7-х спортивных игр народов Якутии. Министр указывает на пьедестал, приглашает спортсменов. Да, представители Тампонского улуса зашли на третью ступень пьедестала, и им вручается также кубок, также диплом и сертификат на сумму 300 тысяч рублей. Приглашается на сцену сборная, ну не сборная, представители Кобяйского улуса. Команда Кобяйского улуса у нас в этой группе, в группе под номером 3, заняла второе место. Выходят на пьедестал со своим флагом. Приветствуют команду Тампонского улуса. Очень, мне кажется, такое показательное
действия сейчас, то, что все команды, они здесь не соперники уже, а настоящие друзья. Такие мероприятия, как эти спортивные игры народов Якутии, они сближают людей, сближают районы, жителей разных наследов, пусть отдаленных, которые находятся в сотнях километров друг от друга и делают их ближе и сплоченнее. Да, спорт действительно объединяет миллионы людей, несмотря ни на что, на сферу деятельности и так далее. И спорт учит нас многому хорошему. И в спорте действительно есть соперники, в спорте нет врагов. Ну что ж, и у нас сейчас выйдут представители команды Верхоянского улуса. У нас спортсмены из Верхоянского улуса возглавили победу, праздновали в третьей группе. И ждем появления представителей этой команды на сцене. Ну вот, возвращаясь к дружбе между районами, в эти дни в интернете везде, наверное, все видели фотографии, где ходят представители разных команд с надписями своих улусов. Можно сказать, в зале они соперники, а уже вне зала выходят и становятся настоящими друзьями. Друг друга все знают, узнали еще больше за эти дни проведения 7-х спортивных игр народов Якутии. Ну а сейчас на пьедестал вступают триумфаторы в третьей группе. Это команда Верхоянского района. Да, и как получают они, конечно же, кубок, диплом и сертификат на 700 тысяч рублей. Поздравляем мы команду Верхоянского улуса, также, конечно же, и призеров Кобяйской и Тамбонской сборной. Третья группа. У нас на третьем месте Тамбонский улус, на второй ступени пьедестала у нас Кобяйский улус, и победу в этой группе у нас празднует Верхоянский улус. И сейчас мы будем приветствовать победителей и призеров второй группы. Напомним, что в этой группе у нас третье место заняла сборная Мегина-Кангаласского улуса. На втором месте соревнования завершили представители первой команды Амгинского улуса. И победу празднуют во второй группе спортсмены из Чурапчинского улуса, дорогие друзья. И сейчас мы начнем награждение победителей второй группы. Первыми на сцену будут приглашены представители Мегина-Кангаласского улуса. Да, выходят представители на сцену, конечно же, вместе с флагом улуса. Да, и награждает победителей во второй группе заместитель председателя правительства Якутии, председатель организационного комитета по подготовке и проведению 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. Вручается кубок, диплом и сертификат на 300 тысяч рублей. Ну и мы видели вот совсем минуты ранее, да, как представитель амгинской команды ходил с 4 или с 5 кубками. Столько наград, да, вот набрали. Вот как раз мы сейчас показали да. представителя Амгинского района с 3 кубками. Бегут хозяева игр, встречают трибуны их овациями. Достойно представили свой улус, достойно представили хозяйку 7-х спортивных игр народов Якутии. Забежал на пьедестал. Запрыгнул на него. На правах победителя. В отличном настроении, конечно же. Ну и видим, вручается кубок, диплом и сертификат на 500 тысяч рублей. Ну и видим, как радуются, да, тоже спортсмены, члены сборной амгинской команды. Поздравляем спортсменов Чурапчинского улуса. И представители этой сборной сейчас выйдут на сцену. Мы видим, как он идет, пританцовывает. Тоже есть чем гордиться. Первое место во второй группе. Еще и с таким показателем 52 места в сумме. Да, очень хороший показатель. И спортсмены Чурапчинского улуса, представители Чурапчинского улуса, конечно же, благодарят
почетных персон нашей церемонии закрытия. И сейчас, конечно же, они поблагодарят и соперников. И вручается им кубок. Кубок победителей. Не терпится встать на пьедестал, на первое место. Да. И оно и понятно, потому что такая упорная борьба была, судя по тому, какие результаты. 52, 61 и 63 места. Разрыв совершенно небольшой, и показатели, они замечательные именно в этой группе. Кстати, совершенно верно подмечено, Сарглана. Действительно, в этой группе разрыв такой небольшой вообще между командами. Что касается других групп, то там чуть более существенная разница между лидерами. Ну что ж, давайте еще раз пробежимся по списку второй группы. На третьем месте Мегинакангласский улус, на второй позиции Амгинский улус, первая команда. И на первой ступени, на высшей ступени пьедестала у нас команда Чурапчинского улуса. Награждение проводит И сейчас мы будем чествовать победителей и призеров первой группы. А здесь лидерами стали спортсмены команды Якутска. На втором месте Нюрбинский улус, и на третьем месте сборная Нерюнгринского района. И как раз и представители Нерюнгринского района сейчас приглашаются на сцену. Награждает в этой группе председатель правительства Якутии Владимир Викторович Солодов. Вот мы видим, как сейчас идут к пьедесталу представители Нерюнгринского района. Да, сейчас представители Нерюнгринского района получат кубок, диплом и сертификат на 300 тысяч рублей. Хорошая у нас, конечно же, атрибутика в плане наград, да, вот красивые кубки. района. И сейчас на сцену приглашаются представители Нюрбинского улуса. Сумма мест у нюрбинской команды 119, напомним. Да, у Нерюнгринского района сумма мест 153, у Нюрбинского улуса сумма мест 119. Ну и с большим отрывом. Да, большим громадным преимуществом в этой группе у нас победу праздновала команда Якутска, сумма мест 30. И в скором времени мы будем чествовать их на этой сцене. Но пока все внимание, конечно же, мы фокусируем на представителях Нюрбинского улуса, которые сейчас поднимают над головой свой победный, заслуженный кубок 7-х спортивных игр народов Якутии и сертификат на 500 тысяч рублей. Поздравляем мы спортсменов Нюрбинского улуса. Ну а сейчас на сцену, на высшую ступень пьедестала приглашаются представители сборной команды города Якутска. Дорогие друзья, они возглавили первую группу. Тоже бурными овациями встречают представителей трибуны. Да. И мы видим в числе представителей мэра Якутска Сардана Авксентьева, которая, к слову, очень активно участвовала сегодня и болела за свою команду в финальных играх и по волейболу, и по мини-футболу. Да, и по мини-футболу. Успела заглянуть, успела поболеть за своих. Ну и также на высшей ступени пьедестала почему у нас стоит Константин Семенович Бурцев. Ну что ж, еще раз поздравляем команду Якутска и сборную Нюрбинского улуса, Нерюнгринского улуса с тем, что они дошли на ступень пьедестала 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Еще раз пробежимся по списку данной группы. Группы под номером 1. На третьем месте Нерюнгринский улус, сумма мест 153. На втором месте Нюрбинский улус, сумма мест 119. И на первом месте сборная команда города Якутска. 30. Да, сейчас уважаемые участники соревнований, судьи, дорогие зрители, дорогие друзья,
От имени руководства республики позвольте поздравить вас с успешным проведением 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Я хочу в первую очередь поздравить, конечно, спортсменов, тех, которые получили медали, но и тех, которые получили не медали, а опыт. Не менее важно, я уверен, что ваши победы впереди. Спасибо за прекрасный спортивный праздник, который вы нам подарили. Мы стали свидетелями красивых побед. Вы показали нам мастерство и талант, терпение и настойчивость в пути к победе. Но спортивный праздник был бы невозможен без вас, дорогие друзья, без болельщиков. И я хочу поблагодарить вас за то, как вы болели, как вы поддерживали ваши команды, как вы объединились в этом порыве. Я хочу вам пожелать, чтобы этот пример консолидации вы показывали не только в спорте, но и в тех задачах, которые перед нами стоят каждый день. Чтобы вы также поддерживали ваши родные города и села, ваши районы, и тогда мы сможем достичь тех задач, которые перед нами стоят. 5 лет мы шли к сегодняшнему празднику, и подготовка далась нам очень нелегко. И сегодня позвольте обратиться со словами признательности к каждому жителю Амгинского района, ко всем организаторам, к волонтерам за ваш труд в организации на высоком уровне игр, которые сегодня заканчиваются. Позвольте, наконец, пожелать успехов Усть-Алданскому району, Усть-Алданскому району, который сегодня принимает флаг спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Амас Сиригер, Амат Джонугар, Уруй Айхау. За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорту Председатель правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов. И сейчас он будет вручать государственные награды. Да. Ну и, собственно, мы уже говорили, да, об этой арене, об этом стадионе. Олимп вмещает 3000 мест, он был построен специально для проведения этих игр, но также есть и другие объекты, замечательные объекты, и все это останется наследием для жителей и гостей Амгинского улуса и будет работать долгие-долгие годы, развивать не только спорт, но и в общем на благо, на социальное, на улучшение качества жизни амгинцев. Ну и, конечно же, гостей. Да, и были возведены не только спортивные объекты, но и вообще, в общем, да, по инфраструктуре у нас, что касается дорог. Да, отстроили километры дорог внутрипоселковых, отремонтировали въезд, саму трассу Амга, что, конечно же, улучшит намного качество жизни амгинцев и людей, которые будут посещать Амгинский улус, так как мы знаем, что Амга является туристической меккой, одной из таких популярных туристических мест для всех жителей не только республики, но и в целом всей России. Да, это действительно так, и наследие очень богатое получается от этих 7 спортивных игр народов республики. Ну и очень красивый вид на самом деле. Лично мне очень как-то непривычно находиться на стадионе, да, и что такой потрясающий. Чтобы вид выходил на поле, на прекрасные пейзажи, за которыми и едут сюда люди. Тысячи людей каждое лето приезжают любоваться этими видами, а у нас есть такой шанс лицезреть это с такого ракурса сверху и видеть не только замечательный этот новый стадион Амма-Олимп, но и прекрасные пейзажи. Ну, еще если говорить об объектах, замечательный спортивный зал волейбольный, тоже многофункциональный, ну и, конечно же, нельзя забывать о первом и единственном. Спортивные игры народов Республики Саха-Якутия закрытыми. И Владимир Викторович Солодов объявил 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия закрытыми, дорогие друзья. Но в скором времени нас с вами ждет
погашение огня и спуск флага игр. И тогда уже можно действительно прощаться с этими играми На 4 года. на 4 года. Ну, а сейчас впереди нас ждет культурная программа. Пока спортсмены и представители занимают свои почетные места на трибунах. Вот нам показывают огонь, который все эти дни освещал стадион Амма-Олимп. Да, действительно, вот не зря, да, вот называют спортивные игры Якутской Олимпиадой. Есть у нас огонь игр. Соревнования проводятся раз в 4 года. Оспаривание медалей идет по олимпийским дисциплинам. Это... Да, и на этот раз впервые были включены адаптивные виды спорта. И возвращаясь вот к объектам, первый и единственный пока в республике многофункциональный спортивный центр, специально возведенный для адаптивных видов спорта в селе Бетюнце. Презентовали его как раз в эти дни, и там же сразу проходили спортивные соревнования. Ну а сейчас начинается культурная программа.
дорогие друзья, перед вами выступали молодые артисты Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Это третий выпуск Пекинского международного колледжа искусств. Поздравить с успешным завершением Да, стоит отметить, что режиссер церемонии открытия и закрытия Сергей Расторгуев, и это очень символично, потому что Сергей Расторгуев является выходцем из Амкинского улуса. Театриума под руководством Терезы Дуровой. Ну а сейчас приглашают на сцену дочку знаменитой мелодистки Ольги Ивановой Сидоркевич. Тоже Ольга Сидоркевич, послушаем ее выступление. Итак, это было выступление дочки знаменитой Ольги Петровны Ивановой Сидоркевич. Тоже полная тезка Ольга Сидоркевич. Hammin toyta taptı
тирамам идулырябын хамини тайда Ольга Сидоркевич. Ольга Сидоркевич, я напомню, это дочка Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич, знаменитой мелодистки из Амгинского улуса. Сейчас Ольга живет в Москве. А вот последняя песня, которую она исполнила, «Аммам игит илыры рыбын», она, конечно же, вплотную ассоциируется с Амгинским улусом. И здесь можно заметить не только внешнее сходство дочки с матерью, но и голосовые данные. Конечно же, это настоящий символ Амгинского района. Ну а сейчас у нас выступает лауреат международных конкурсов, солистка Государственного театра оперы и балета имени Сооруна Моллана Екатерина Захарова. Екатерина Захарова.
Да, замечательное выступление, песня. Я отмечу, что автор мелодии – это известный мелодист, которого, к сожалению, нет сегодня с нами. Это Афанасий Кузьмин. Если говорить о Екатерине Захаровой, то именно она украсила начало театрализованного представления еще на церемонии открытия с песней «Каталыктар» в авторстве Сергея Расторгуева. Ну а сейчас перед вами выступают обладатели Гран-при первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, артисты бриллиантового цирка Якутии.
Якутии имени Марции и Сергея Расторгуева. Перед вами выступали обладатели гран-при первого дальневосточного фестиваля циркового искусства, артисты бриллиантового цирка Якутии. Ну а сейчас слово будет предоставляться главе района Амгинского улуса Николаю Архиповичу Архипову. Амгинский улус-район Николаю Архиповичу Архипову. Ну и пока глава района занимает место на сцене, давайте немножко расскажем о самой организации. Больше 140 волонтеров приняло участие в играх. Они обеспечивали слаженную организацию 7-х спортивных игр народов Якутии. Их можно сейчас заметить на трибунах в ярких салатовых формах. Уважаемый Владимир Викторович, Ольга Валерьевна, уважаемые гости, жители Амгинского улуса, спортсмены, чемпионы и призеры, от имени всего населения Амгинского улуса поздравляю вас с закрытием 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Наконец-то свершилось это, то, что прошли 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия в Амгинской земле. Весь план, который был дан, выполнен на 100%. Во время игр произошло историческое событие для нашего улуса. Наша сборная команда в истории первый раз заняла 2-е призовое место. От себя лично и от всех любителей спорта поздравляем наших героев. Күнді доғыттар, күнді ғалжеттар, спортсмендар, аммалықтақтыра, әйгіне барғытын, ес сүрек беттен, бұл әтті спортивнай, народтаран юларын, амма хелгер, көк-төктік, күйіске, үп-пыпытынан, идедігістіңдек, әғардалейбе көңіллән. Амма хелгер хүнді ғалбәқ, ғалжет кәлем барда, айылғы бұттағаны бәйден, Қайдағын, қарақтырын, көндерді, бұл білген дағаны бұлыт кәлен тұрар, артыян бағырар, открытеніне үрді ашуды кәлен ұрастан бар бұта, хамай үйерер жондар спортсмендар, сөйлеуге көріқ тәстібеттенлер, үрді ағалбағы рекорд олықтонны, оны хамай ақсынар бұттен, бұл тұтылы бұда бейектар барыта бейге, әнеге көлені бідер қалар. Оның бейге Елдар қамыдығар правительствоға, тоғбар министерстволарға мандыр өләбін жоңғы, бары олық-тоқтор бұдығар, бары күйіскөл өләбі кетігер, ес сүрақ беттен мақтанар мы көңілен. Өтетерім құрды бүгінлерге бейіға, геройдар өске әділер, қас білді көрінлерге, әлбә көрінлерге чемпиондар бар болылар, бейгіні үрдәған үйеттілер, долготтулар, онын бейгіндерге олыс мақтанабыд, онын негеден әлбәқ сетейіні бағырабыд. Ақсыз Саха-Ерін роттарын спортивна анюта ұсалданға болар, бейге бұл ұсалдан ұлығын олықтақтырғар, салалтатығар, ақсыз анюны олық күске ұйтақтыры денерін әбет, онда сетейіні бағырабы. Бары кітігар, мақтал, амма әрге кілен сыннямы кітігар, өсі дағаны амма әрге әйгіне кедер. Внимание! Флаг
спортивных игр народов Николай Республики Архипович Саха-Якутия спускают отметил, да, лучшие спортсмены республики. игры прошли хорошо и пожелал удачи Усалданскому улусу, который примет следующие спортивные игры. Ну а сейчас, дорогие друзья, состоится спуск флага наших 7-х по счету спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. В спуске флага принимают участие рекордсмен игр, установивший рекорд по тройному прыжку, представитель Мегино-Кангаласского улуса Георгий Шергин. А также Георгий Кычкин, представитель команды Амгинского улуса. Он является чемпионом 7-х спортивных игр по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. Петр Васильев, мастер спорта России, чемпион 7-х спортивных игр народов Якутии по боксу. А также Аина Байокова, представительница Жиганского улуса, она двукратная чемпионка наших игр по легкой атлетике, также является серебряным призером чемпионата России по пауэрлифтингу. Матрена Наговицына, представительница Чурапчинского улуса. Матрена чемпионка 7-х спортивных игр народов Якутии, командного соревнования по шашкам, международный гроссмейстер и 6-кратная чемпионка мира по блиц-стоклеточным шашкам. Также в спуске флага игр принимает участие Ольга Макарова. Она представляет команду хозяев соревнований сборной Амгинского улуса. Она является чемпионкой наших игр по волейболу. Ну, а сейчас звучит композиция в исполнении автора песни Милены Борисовой, песня «Миндойдум», и в дуэте вместе с главой Амгинского района Николая Архипова. И у нас гордой походкой, да, группа спортсменов, это герои этих игр, победители соревнований, авторы рекордов спортивных игр. Им была представлена честь спустить флаг 7-х по счету спортивных игр народов республики. Немножко грустно, Вася, немножко грустно, что эти дни пролетели как одно мгновение, потому что на самом деле было очень много ярких моментов, очень много эмоций и в Амгинском улусе, не только в самой Амге, но и даже в близлежащих на слегах царила атмосфера праздника спорта, дружбы, о чем и тоже отметил глава района Николай Архипов. Действительно, эти игры получились очень масштабными, и все это было действительно очень похоже на мировые форумы, да, вот если брать как чемпионат мира по футболу, действительно атмосфера царила везде очень праздничная, теплая. Куда ни глянь, волонтеры, спортсмены в своих специальных формах, везде играет музыка, хорошее настроение и, конечно же, зрелищные соревнования. Все было просто замечательно. И действительно жаль, что есть немножко вот, да, есть причины грустить по этому поводу, но мы видим сейчас флаг наших игр уже идет перед трибунами, перед собравшейся публикой. Очень много людей пришло на закрытие, церемонию закрытия игр. И в скором времени, вот мы видим на заднем фоне, горит огонь игр, и он будет погашен. Очень эмоциональный, можно сказать, момент под красивую песню в исполнении замечательной Милены Борисовой, которая тоже является уроженкой Амгинского района, и главы улуса Николая Архипова. От 27 июля 2018
2018 года Ну и сейчас 8-й спортивные диктор на арене игры народов озвучивает информацию распоряжением главы Республики Саха-Якутия от 27 июля 2018 года. 8-е игры, спортивные игры народов Республики Саха-Якутия пройдут в Усть-Алтанском Улусе в 2022 году. Ну и у нас сейчас состоится передача флага. муниципального района Амкинский Символичный момент. Николай Архипович Архипов. Передает флаг глава Амгинского улуса Николай Архипов, а принимает флаг глава Усть-Алтанского улуса Алексей Федотов. Вот мы видим сейчас на экранах делегацию Амгинского улуса, организаторов 7-х спортивных игр народов Якутии, и к ним навстречу идет делегация Усть-Алтанского района. Очень красивое действие. Эффектное, опять же, эмоциональное. Ну и сейчас состоится передача флага. И в следующий раз этот флаг будет поднят, как мы уже сказали, в Усть-Алтанском улусе. Произойдет это в 2022 году. И будем ждать новых открытий, новых рекордов, потому что в этом году 7-е спортивные игры народов Якутии прошли в немножко другом формате. Это и нововведения, те, которые были включены в программу. И опять же, повторюсь, адаптивные виды спорта, которые нас еще раз приблизили к Олимпиаде, можно так сказать. Это и организованная фан-зона рядом с залом, где проходили соревнования по волейболу. И еще один момент, что спортивные объекты и сами спортивные состязания проводились не только в центре Улуса, но и в близлежащих поселках, это как Чапчелган и Витюнцы. Сегодня как раз на финальной пресс-конференции это отметила Ольга Балабкина и высказала пожелание, чтобы такая практика, она продолжалась и применялась и в следующих играх. Алексею Васильевичу Федотову, главе Ну и сейчас муниципального района слово предоставляется Усть-Алтанский главе улус-район. Усть-Алтанского улуса Алексею Васильевичу Федотову. Уважаемые жители Амгинского района, уважаемый Николай Архипович, уважаемый Владимир Викторович, разрешите от имени всех коллег, глав улусов сказать слова благодарности Николаю Архиповичу и его лице всем амгинцам, каждому жителю Амгинского района за предоставленный грандиозный, великолепный праздник спорта, мира и добра. Спасибо вам всем. Конечно же, за фасадом столь масштабного мероприятия стоит работа каждого из вас. Здесь видно усилие всех сил и возможностей каждого жителя района. И я хочу выразить благодарность каждому, кто трудился на этом празднике спорта. От водителя, повара, уборщицы, волонтеров до всех глав, наследников и лично главу Амгинского улуса. Также я хочу выразить слова благодарности руководству нашей республики, лично Айсену Сергеевичу и правительству нашей республики за то, что они поддерживают проведение таких мероприятий в районах наших необъятной Якутии. И за то, что доверили столь высокую честь Усть-Алтанскому улусу. Утыкбаны Аммаджана. Идникетен дағаны жажан сытынан дыргыян, селейіне селелейінен, сығы аласайы жон серге тұғыра мұстан хайхаттен, сақа әрі жоной барытаря тардығар, кәлләғана дуғалын сынянар, арақсарығар үтері ғаналақ, идникегер әдәлләқ барар, сақа әрін айылғатын бір самы көлчік тас болын, туран күнімірден, үйіне, сайда, чечері толырын, әтәңе болын, қаз бейдегітер жолы орғыны бағарауын. Күнді доғаттар, екі тәнчі хүрбекке ғылға, жайға yoğata жарылықтақ, ұлы бүгілердәқ, үте маңы жонлардақ, ұйқы сірі ұсалдан кейін тоғынатығар, тойын мөрі кен сығытығар, әгіні барғытын күйдәбет.
Дорогие друзья, ждем вас в центре села, в селе Барагонцы в 2022 году. Радости, счастья, успехов во всем и единения нам всем. Спасибо. Ну и глава Усть-Алданского улуса Алексей Васильевич Федотов приглашает всех На барагонцы, следующие, да, уже 8-е спортивные игры народов Якутии, которые пройдут в Усть-Алданском районе, в центре Барагонцы. Сейчас мы видим делегацию Усть-Алданского района. Они приветствуют не только участников церемонии открытия, но и вас, телезрители. Да, делегация Усть-Алданского улуса выходит на арену Ама-Олимп. А в это время звучит песня «Дойду мене Усть-Алдан». Моя родина Усть-Алдан. Ну что ж, дорогие друзья, передача флага у нас состоялась. И Усть-Алдан, Усть-Алданский улус будет продолжать готовиться игр, 8-х по счету спортивных игр народов республики, которые состоятся в 2024 году. Да, если говорить о программе, общей программе этих спортивных игр народов Якутии, она была очень насыщенная и не только в плане спортивного, но и около спортивной жизни. Практически на каждой площади, на каждом сквере, на каждой улице звучала музыка, проходили культурные программы, и поэтому стали участниками всего этого масштабного действия не только сами спортсмены, но и те гости, которые приехали в Амгу. По подсчетам ведомства, это больше 15 тысяч человек. Это не только представители Амгинского района, но и жители разных районов республики. Но это опять говорит о том, что действительно наши спортивные игры похожи на Олимпиаду, ведь как и на главных стартах четырехлетия мира есть спортивная программа и очень насыщенная культурная. Ну и, собственно говоря, в культурной программе сейчас перед вами выступает ансамбль Тойон Муру, танец Джегай.
Итак, дорогие друзья, в скором времени, уже совсем скоро у нас состоится церемония погашения огня. Ну и говоря о масштабах, дорогие друзья, эти игры освещали для вас сотрудники национальной вещательной компании «Саха». Порядка 100 людей приехало в Амгу. И на протяжении всех этих дней мы вели прямые трансляции, выходили в эфир радио. На 3 телеканалах Якутия-24, НВК «Саха» и «Мамонт». Ну и, конечно, прямые трансляции шли в интернете, и каждый, кто был не только в республике, но и за ее пределами, мог в реальном времени следить за самыми популярными видами спорта. Ну и сейчас у нас проходит церемония погашения огня. Очень волнительный и важный момент. А мы, кстати, видим нашего уже знакомого персонажа из церемонии открытия. Это Николай Захаров, Сахач, который символизирует всех спортсменов, которые выходят, несмотря на то, что живут в таком отдалении, в небольших поселках, но могут на самом деле достичь олимпийских высот. Итак, погас огонь в чаше над стадионом Амма-Олимп. И так символично он зажегся в руках нашего персонажа Николая Захарова Сахачи. И спускает он его с чаши, с пьедестала. И Амгинский улус прощается с 7-ми спортивными играми народов Республики Саха-Якутия. Опять же, грустно, но и в то же время гордость. Гордость за Амгинский улус, за достойно проведенные масштабные мероприятия, 7-е спортивные игры народов Якутии. Верю и уверена в том, что запомнятся они надолго всем, кто был причастен к этим играм, кто следил за ними в реальном времени, не только в самой Амге, но и далеко за ее пределами, не только в республике, но и в России. Да, игры получились действительно масштабными и зрелищными. 16 видов спорта, больше 2000 участников, в общей сложности 7000 аккредитованных людей. Это впечатляющие цифры, масштаб действительно поражает. Больше 15 тысяч гостей, которые посетили Амгинский улус за эту неделю. Ну и, конечно же, 5 лет ожидания. 5 лет вместо привычных 4. 5 лет ожидания проведения игр здесь, на Амгинской земле. И люди, которые в прошлом году отстаивали спортивные объекты перед неумолимой стихией, которые отстояли этот замечательный стадион, вышли на защиту, строили баррикады от стихии, от наводнений. И на самом деле мы видим сейчас труд, общий труд всех и каждого жителя Амгинского улуса. Да, вот сейчас, да, в этот замечательный вечер мы можем с уверенностью сказать, что несмотря на все трудности, на стихийное бедствие, Амгинский улус достойно принял и провел спортивные игры народов республики. Все было замечательно. Сейчас мы провожаем наших талисманов. Замечательных талисманов. Это земляничка, сардана, колосок и капелька. Главные символы Амгинского улуса, ну и, конечно же, главные талисманы 7-х спортивных игр народов Якутии.
Очень лиричный момент. Очень лиричный момент. И огонь у нас улетает в небо. Продолжаем вести аналогию, да, с Олимпийскими играми. Я думаю, в этот момент все вспомнили Олимпиаду 1980 года в Москве. Тогда Когда улетал в небо Мишка, Да. все провожали со слезами на глазах. А я сейчас более чем уверена, что слезы тоже присутствуют здесь, на трибунах, потому что на самом деле сейчас стоит такая атмосфера и одновременно и грусть, и такое и счастье за то, что прошли такие замечательные игры, спортивные состязания, прозвучали новые имена, новые открытия, рекорды были установлены. ну и прощаемся мы с талисманами, символизирующими всю прелесть и красоту амгинского улуса. Ну и теперь я думаю, что эта символика, эти талисманы будут везде. Кто побывал на этих играх, это и разную продукцию продавали, раздавали. Это и игрушки, и подставки, и футболки, и календари, все, что было связано с 7-ми спортивными играми народов Якутии. Конечно же, это они носят изображение этих 4 наимилейших талисманов: сардана, землянички, колоска и капельки. Дорогие друзья, огонь погашен, флаг передан, оглашены все результаты. Чествовали всех героев 7-х игр. Да, и сейчас Выступает перед зрителями и телезрителями Ванс, Иванов, Святослава, Мичия, Кассиор Карманов, артисты якутской эстрады.
фейерверк украшает, да, все это мероприятие. И стадион Амма-Олимп прощается, как и все мы, да, все зрители, телезрители, с 7-ми спортивными играми народов Якутии. Следующие игры состоятся в Усть-Алтанском улусе в 2022 году, дорогие друзья. Еще раз мы отметим то, что жители Амгинского улуса с гордостью прощаются с этими играми. Все было организовано и проведено на высшем уровне. Соревнования получились очень и очень интересными. И, конечно же, организационные вопросы также были на высоте. Завершается по-настоящему масштабный праздник спорта. С чувством выполненного долга, можно так сказать. Очень эмоциональные, очень живые, атмосферные игры прошли в Амгинском улусе. Ждали их на самом деле долго. Долгожданный праздник спорта, дружбы, который объединил всю республику, все районы. Все люди, которые сидят на трибунах, дорогие телезрители, вы все стали участниками этого замечательного праздника спорта под названием «7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия». Мы видим улыбки на лицах, но в то же время, опять же, они через грусть и уже скучаем и ждем следующие спортивные игры народов Якутии. Потрясающая атмосфера на стадионе Амма-Олимп, пожалуй, это главная арена наших игр в Амге. И красочный салют, фейерверк, который озарил стадион Амма-Олимп. Сейчас озаряет больше 3000 человек, которые находятся прямо сейчас здесь и вместе с нами. Празднуют, ликуют успешное проведение и закрытие 7-х спортивных игр народов Якутии. Да, и прежде чем попрощаться с вами, дорогие друзья, давайте еще раз вспомним главных героев 7-х игр в Амге. Первая группа, 3-е место Нерубийский улус, 2-е место Нюргинский улус, 1-е место город Якут. Вторая группа, 3-е место Мегино-Кангаласский, 2-е Амгинский улус, 1-я команда, и 1-е место Чурапчинский улус. 3-я группа, на 3-м месте Тампонский улус, на 2-м Кабяйский улус, и победу в этой группе празднует Верхоянский улус. А в 4-й группе тройку лидеров замкнул Момский улус. На 2-м месте Анабарский улус, а лидером стал триумфатором Оленёкский улус. Итак, дорогие друзья, пришло время прощаться, но напоследок мы предлагаем вашему вниманию подборку ярких моментов, так называемый хайлайт. Дорогие друзья, следующие игры, 8-е по счету спортивные игры народов Республики Саха-Якутия примет Усть-Алтанский улус в 2022 году. С вами церемонию закрытия игр смотрели Василий Сергеев и Саргылана Захарова. Всего доброго! Любите спорт во всех его проявлениях, занимайтесь им и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.